Мэрия Воркуты опровергла информацию некоторых СМИ об использовании в качестве противогололедного материала шлака из котельных, который якобы опасен для здоровья. Поводом для публикации стало исследование научного института химии Нижегородского университета. Предоставленные активистами в лабораторию пробы городской почвы показали значительное превышение нормы по мышьяку и свинцу. Однако, как отметили в мэрии города, пробы почвы были взяты активистами в сентябре прошлого года и никакого отношения к противогололедному составу они иметь не могли. Первый снег в Воркуте выпал 15 октября, гололед появился лишь в начале ноября. Как пояснила замруководителя администрации города по вопросам ЖКХ Ирина Зиберт, действительно на улицах Воркуты для борьбы с гололедицей дорожники используют песчано-гравийную смесь и золошлак. Однако последний имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, а безопасность его выдают ежегодно перед началом зимнего периода. По распоряжению Минтранса мы можем использовать в качестве противогололедного материала, который действует на сегодняшний день, любой вид противогололедного материала, имеющий третий класс опасности, так называемые умеренно опасные. Значит, не запрещено, разрешено использовать шлак. К шлаку предъявляются определенные требования, и все те требования, которые были предъявлены в распоряжении Минтранса, в данном случае имеют соответствие. Ирина Зиберт также пояснила, что специалисты не могут оценивать заключение вышеупомянутой лаборатории как документ, поскольку неизвестно, были ли соблюдены требования процедуры отбора образцов. Однако уже подписано распоряжение о повторном проведении лабораторных исследований золошлака котельной поселка Заполярный, чтобы окончательно успокоить горожан и активистов.